Ой, они как играли, как они... Быть частью этого театрального мира. Женщина, что смотришь? Здравствуйте, подписчики и друзья штаба татарской молодежи. Сегодня у нас в гостях очень интересный, очень творческий человек, который сделал целый театр здесь, в Москве, и об этом театре знают не только в Москве, но и в Казани, и в Башкирии, и в других республиках. А мы вот знаем такую прекрасную женщину, как Диляфруз Каюмовна Хайруллина Дежурова. Правильно, да, сказала Да. имя? Да. Но во всех афишах и везде указывается Диляфруз Дежурова, да, и театр тоже называется Диляфруз. Диляфруз – это слово «радующее». С арабского перевод «радующее», «веселящее». Радующее, веселящее. Подходит вам это имя, как думаете? По-веровски сказал вот, театральный критик Михаил Борисович. Он к нам приходил, и как вам подходит имя радующий, веселящий. Вы поэтому веселите народ. И никого, ни у кого театра нет гимна. А у нас есть гимн татарский, Диляфруз театра гимна. Она написал наш артист Динар Фаизханов. Динар Фаизханов. И когда он приходил, и так играл, такая музыка играла, так гимн играл. И он говорит, как же, никого нету, а у вас есть. Ну, я рада, по-юровски сказал. И здесь в книжке тоже есть слова его. Его слова, да. Диляфруз апа, мы о театре чуть-чуть попозже поговорим, потому что все-таки театр, вот именно этот театр начался, ну, во второй половине жизни, получается, да, когда вы уже приехали в Москву. Да. А давайте поговорим о вашей семье. Где вы родились? Кто были ваши родители? Кто вас такую радующую людей родил? Это я родилась в Казани, и детей было, это моя мама Зайнаб, это им Каюм, и детей было 6. Так. 6. Ну, они не так любили театр, как я. Я с 5 лет с мамой, с папой ходили всегда на премьеры. И первый спектакль у меня, я никогда не забуду, называется «Профессор Кеве». Так. Зять профессора. Ой, они как играли, как они поют, играют. Я вот так удивлена и так я восхищена. Ой, ну хотя я немножко понимаю, вот, о чем это, но все равно эта игра меня Покорила, да? покорила. И я с тех пор любила театр. И папа, мама всегда ходили на премьеры. Они очень театральные люди были, очень театральные. Вы же в Казани, да? Родились в это в Казани, Казани. жили в Казани, соответственно, Да. ходили в казанские театры все. Да, да, татарский, казанский театр. И мне очень понравился театр. Вот такая вот атмосфера там такая. Мне так нравится атмосфера, потом спектакль, зрители нравятся. Конечно, я захотела сама что-то играть, поставить. Быть частью, да? Вот быть частью этого театрального мира захотелось. Да. И вот я поступила, это режиссерский факультет, режиссерский, и я сама играла, и я до сих пор играю. Я даже не сомневаюсь. Диляфруз апа, даже не сомневаюсь. А где, получается, вы учились? Где учились? Да, в татарском театре, это режиссерские курсы были. Курсы, Да. прямо в татарском театре были курсы, Да, и вы их да. окончили. Так. А там же вы и остались в театре потом в этом, нет? Ну, я осталась, немножко осталась, потому что я ДК строителей, я работала
режиссером Махаббет Йылдызы ставили мы, и Сандугач ставили. И потом мне пришлось уехать в Москву. Это когда было? Сколько вам было лет? В 75 году. Я даже не знаю, как мне... Сколько лет было мне? Я даже не знаю. Не помните? Хорошо, будем считать, что в общем в 75 году. 36 лет было, 36 лет. Ага. То есть до этого вы уже ведь много сделали в Казани, вы уже поработали режиссером, вы уже спектакли поставили, да? А там вообще вот в то время татарское искусство, оно было развито? Вообще татарский язык, татарское искусство, общественные движения татарские, как это было вот в 70-х, в 60-х? Ой, так развито было, такое внимание, забота. И прямо я здесь в Москве не вижу такой заботы, а здесь в Казани, пускай даже кружок, мне драм-кружок, но я очень довольна. Давали нам костюмы, декорации давали. То есть государство участвовало, да, вот в популяризации татарского искусства, правильно я понимаю? Что? Государство участвовало, да, то есть какие-то вам выделялись деньги, как-то вот, да, вы же не на свои деньги все это делали? Ну, деньги не давали, а давали, что я скажу, декорации такие, костюмы. То есть никто не отказывал? Да, никто не отказывал, и приятно было, вот приятно было. А сейчас я в Москве, я спрашиваю, у них нету денег. Никто не помогает особо? Никто. Я хорошо был муж Станислав, жив, здоров, и он мне помогал, здорово помогал, и ну, деньгами помогал. Он был немецкий перевозчик, и он сам немец, сам немец был. И он любил татарский народ, любил Казань, и татарский язык любил. И он у меня играл еще в спектаклях. Обалдеть. Как это интересно. Да, Зангашель ставим, Ишан Хазретный играет. Ишан Хазретный, такие слова. Роли, да. Он, конечно, говорит, Мейсере, не говорит Майсар. На французский лад он говорил, Майсар. Но ему нравилось тоже, да? Ну, и он любил мой театр, и я, книжки есть, это, он написал хорошую статью, и он считался директором, залы берет, машины там берет, потом декорации таскаем, и мы ставили Илинское, это за Красной площадью, Илинской. Нам пришлось играть, а там никак не подъехать на машине. Ну да, в центр Кремль. Да, через площадь мы таскали декорации, здесь есть тоже книжка. Эта история есть, да, вы написали эту историю? Но я представляю, за столько лет творческой жизни, вот эта книжка, это, наверное, 1% тех историй, которые происходили, да? Много интересного было. А что в Казани было интересного? Вот все-таки такой у вас большой был, 36 лет вы прожили в Казани, да? А вы были знакомы, вот там был такой ансамбль, ну, сейчас, конечно, есть, татарский государственный ансамбль песни и танца. И, конечно, там же это руководит Ринат Закиров, кызы. Просто в то время, когда вы жили в Казани, там жила моя мама, и она как раз работала вот в этом ансамбле песни и танцы. А она кем работала? Она пела и танцевала, вместе там все делала, да. Так что артисткой это там работала. 10 лет она там отработала, вот до 73-го года. И он сейчас тоже существует? Конечно, да. Казан ансамбль, Казан. Это знаменитый Казан ансамбль. Там такие костюмы. Ой. Да. Ну, я же говорю, Казанда костюмы там, а здесь мы сами шьем, сами это. Ну, там получается, что там заинтересованы, потому что это свое искусство, да, и не заинтересованы в том, чтобы это люди были вовлечены в это, да, в искусство, в культуру, в язык.
Да. А после того, как вы из Москвы, ой, из Казани уехали, вы приехали в Москву, вы работали кем? Или вы сразу организовали театр? Я работала сразу 18 лет, татарский язык вела. Школа 181, там это метро, Мгм. Цветной бульвар. И я там татарский язык Это вела. прямо вот целая школа была татарская, да? Нет, Нет? русская школа была. А вы вели, то есть там несколько классы были Татарский какие-то? язык вела. Просто татарский язык. Просто Два как курсы, да? Два раза в неделю. Мгм. И мы там играли спектакли детьми. И там есть книжки. Бринчи театр играли, Галес Каркамалу. И детям очень-очень нравился, это, когда я рассказываю о театре. И я организовала и кружок, и татарский язык там идет сам по себе. И организовала татарский театр и театр. И там спектакли были. И вот мой Динар маленький был еще. И Радик Ярулин, они выросли у меня на сцене. И зал, ну, актовый зал, и там сцена была хорошая. И мы это играли, и песни пели, и в общем, хорошо, вот 18 лет я там тружилась. Скажите, пожалуйста, просто интересно, в центре Москвы, в центральной московской школе практически, да, в центральном районе вы вели курсы татарского языка, театр, музыка, песни. Это были дети из татарских семей или это были разные дети? Вот просто интересно, кому был интересен тогда татарский язык? Там было много мишар. Так. Да, мишар. Ага. И они говорили по-мишарской, а я по-татарской, и я некоторые слова не понимала. И, ну, например, я показываю, рисую петуха. Я говорю, балалар, мағыз иртәгә сырым, нәрсә бу? Әтәш. Ярар. На завтра прихожу, я спрашиваю, что ты? Кусат. Нәрсә әйтте инде, Аллаға шөкер. Нәрсә әйткәндә бу? Ул кусат әтәш дигән сүзгә, мишәрчә. Ну, Не запоминали. ну, самое главное, анда бар бер бала, аның әнисе Маржа, русская мама, а папа татарин, Тикеева Оля. Она очень хотела татарский изучать. И только она руку поднимает, апа, вы сказали «этеш». Вот, она кусат не говорит уж «этеш». Запомнила. Да. Как вы помните имя ученицы до сих пор? Ой, я всех учеников помню. Ой, ну это Они мне удивительно. так дороги. И некоторыми общаемся и переписываемся даже. Ага. То есть у вас остались даже контакты сейчас, Да, да, с вашими кевгә учениками? чыгып битләрендә кевен. Туйларда булдык, на свадьбу гуляли. Ой, какая целая Да. интересная жизнь. 18 лет вы преподавали. Да, 18 лет преподавала. А потом я организовала татарский театр. Кто, муж говорит, кто, если не ты, кто организует театр? И я организовала театр. И мы ставили в театр, Галес Каркаману. И народ так хлопал и говорил, мы хотели поехать потом в Ленинград с этим спектаклем. Это все в школе было еще? Да? Нет. А в каком году, получается, вы организовали театр? Это 86-й год. Так, 86-й год, то есть где-то через 10-11 Сейчас лет. 35 лет Да, театру. сейчас уже 35 лет. Угу. В 86-м году вы уже организовали театр. И он уже назывался Диляфрус или просто татарский театр? Это назывался Болгар. Ага. И назвали ему Болгар, а потом парни после спектакля пришли, парни, какие красивые парни, большие такие. Ни одного слова булгарское не слышали. Мы хотели булгар слышать. Вот афиша там написано Булгар, театр Булгар.
и какая-то путаница. И я поэтому опять Станислав, мой муж, он сказал: Диля Фрусь, радуйся, веселяйся. И я через 5 лет назвала театр Диля Фрусь. А можно я вот сейчас такую тему затрону? Вот у вас был такой интернациональный смешанный брак. Да? Да. Вы татарка и муж немец, даже Да. не русский, немец, да, Немец. получается? То есть русский немец, наверное, так, да? Правильно. А как вы встретились? А мы очень интересно встретились. Я иду по Арбату, и мне надо попасть в театр, где играет Хамматова. И Хамматова играет там, Чулпан Хамматова. И там иду, и почему-то я спросила часы у кого-то, он высокий, красивый такой, стройный. И я говорю, не скажешь, сколько время? Без 5:05. У вас часы остановились, наверное? А у вас есть часы? А я и забыла. Идет молодой человек, красивый такой. И я говорю, они остановились. Я хочу на Чулпан Хамматову попасть. Ну и я тоже туда иду. На Чулпан Хамматова. Идемте, я спрошу там. Получается, то есть Чулпан Хамматова играла в театре, по-моему, где она? Не в «Современнике»? Он антрепризный. Антрепризный был, да? То есть получается, что это 80 какой-то, конец 80-х, что ли, был, да? Это что? Ну, какой-то год, это 85-й, что ли, 89-й, ну что. Ну вот где-то так, да? Да. Вот, да, 80-е, конец 80-х. Да. И потом билеты. А он взял билеты, приглашения. Он туда же шел? Да, он туда шел и говорит, вот приглашение есть, а пока 2 часа есть время, давайте зайдем ко мне. Я здесь рядом живу, ну, на Арбате. Смелая какая вы. Да. Зайдем ко мне, и чай попьете, и отдохнете немножко. Я говорю, давайте. Ну, 2 часа. И как раз у него были мы, напротив Вахтангов живет, и красота. Я вошла, и как женщина, что смотришь сразу? Что смотришь, Лидия? Первый раз вошла в комнату. Ну, чистота, порядок, что смотришь? Нет. Что? Я смотрю, какой-то халат женский не висит ли, женской башмаки нету. Ага, нету. Так. 3-комнатная квартира. Ну ладно, он чай делал и все такое. И потом мы 20 минут 7-го уже пошли В театр. в театр. Театр